Всем привет, и друзья! Выехал сегодня на улицу, так сказать, на участок. Ну, смешно уже это самое даже рассказывать с нашей погодой, что творится. Первый день сегодня вроде как нормально, даже обещают 15 градусов сегодня тепла. Ветер такой неприятный, я аж оделся. Оделся, как, я не знаю, как будто осень. Ветер обманчивый такой. Вроде бы солнышко греет, ветер холодный. Вышел, пройдусь там по участку, намечу дела какие. Ну и самое главное, я жду Алексея, моего помощника. Надо сегодня сложить материал. Прикупил материал, доски 50-ку на ремонт бани. Ну, ремонт где-то будет в середине лета, но сейчас немного надо, чтобы материал высох, доски высохли и все такое. Это надо сложить, самое главное. Я даже не знаю никуда, никаких рыбалок, никакого огорода, вообще ничего пока нету, даже не намечается. Уже вторая половина мая, ничего еще нету. Вот пару дней вроде как солнышко обещают, может быть даже или дожди начнутся, или снова снег. Каждый день северный ветер, каждый день очень холодно. Я не знаю, что с погодой случилось вообще. Что-то там в небесной канцелярии решили наказать нас чуть-чуть. Вот такие будничные дни, нету никаких пока, как уже говорил, дел на огороде. Нету, совсем нету. Ну вот этот материал прикупил. 1 кубометр, 5-ка, 50-ка. Доска такая. Надо его сложить, чтобы под солнцем они не завернулись, не как пропеллер стали. Вот. И Алексея жду. Надеюсь, придет. 8000 куб у нас такой материал. Вот эта кучка, вот 10 кубометров ровно, да, и 8000. Вот примерно должно на пол хватить мне, на баню и на скамейки. Всем привет! Вот Серега помогаю. Доски отличные, хоть и 3-4 сорта, но если прошкурить, то вообще вот такие доски. Ну, не 4-й сорт, 3-й сорт. Ну, да. Для 3-го сорта я бы сказал хорошие, самые общие хорошие. Вот и Алексей говорит, что очень хорошие. Много еще осталось. Перекурить, Леха присел. ну да. Ну так, много-немного. Больше половины уже. Да, сделано. Один работает, один. Вот, А там, кто еще нужен? Ну, не, когда вдвоем, то это самое легче, конечно, туда-сюда. Ну, там еще надо забор нам немножко подправить, и все на сегодня. А потом этот материал будет... Баню, наверное, придется тоже, Алексей, тебе ремонтировать. Если не сбежишь никуда. Не, сделаем. Сделаем, говорит. Вот такой помощник Алексей. Много раз, наверное, видели уже на канале нашем. А может, кто новые подписчики не видели, спрашивают, кто такой Алексей. Алексей — это муж у племянницы моей. Леха работает. Ну, тут простая работа, сложить вот эти доски, как уже говорил, и потом все. Погода у нас сегодня отличная, смотрите, какое небо, ветер. Небо синее, да, хорошая погода. Ну, там материал Алексей сложил, заборы там немножко подправили, за зиму, что наклонились немножко. Уже на улице Маша вышла тоже, да, убирает двор. Припозднились мы с уборкой в этом году, очень мощно. Ну, потому что уже, видите, никак зима, полноценной весны так и никак не наступает. Вроде еще тепло, а зелени даже нету. Вот смотрите, вся поблеклая, да, зеленой травы даже нету. Вот. Сейчас я еще поближе покажу деревья какие-то. Вот
прошлый год, вот этот участок засеивали 22-го. Вот этот маленький участок, это всегда пробный участок, всегда рано пробуем, ну, плуг там, как лебедка работает, и этот участок засеивали 22 мая. Вот. Сестра приезжала с города, и 22 мая она посадила первые ведра картошки. А в этом году даже и не пахнет земля, как лед, она замерзла еще внутри там. Мерзлота еще вечная там. Запоздалый субботник, Маша, да? В этом году поздно ты прибираешься, да ведь? Рано начала и поздно заканчиваешь, если точно, да? Очень рано начала убираться и поздно заканчиваем. Вернее, никак не можем закончить. Вот такие у нас дела пока. Ничего на огороде нет, ничего. Навоз только разбросан и все. Махни рукой подписчикам. Мария Олеговна. Всем привет. Всем привет, говорит Маша. Она уже вышла уже после обеда там дома. Похозяйничала, потом уже после обеда вышла. Умка, там надо вот этот поликарбонат снять, жарко ей. Снять. А сейчас прогулки у нее запрещены пока. Вот это прошлогодняя трава убирает Маша. Раз нашел зеленый участок, вот сюда что-то, я не знаю, что посадила сестра, осенью еще сажала. Еще зелено, я не знаю, что, горчица или что, я не знаю, или что-то посадила. На огороде, на участке вот этом. Не знаю, что здесь растет, правда, что-то посадила. Сейчас еще почки поснимаю. Ну вот, смотрите, вторая половина мая. Не фокусируется, но листьев нету. Для истории это я снимаю, но вторая половина мая. Листья не распустились. Только почки. Вторая половина мая. Кошмар. Прошлый год уже все зелено было. А в сей год стоят голые деревья. Вот у нас это черемуха, тут рябина. Короче говоря, много-то, конечно, не надо тепла. Если постоит недельку такая погода, то быстренько это все покроется зеленью. Вот. И все такое. Сейчас вот более контрастно покажу. Смотрите, здесь зеленый ковер. Что-то посадила, я не знаю, что. Вот именно, что вот это. Что за растение, может, кто-то скажет. Какие-то зеленые цветочки, вот они. Вот это растение. Может, кто-то и скажет, подскажет. Прям зеленый ковер такая. Вот эта грядка, да? А дальше это как будто отрезало все. Там ничего нет. Чисто пусто. Этот участок в этом году тоже не хотим засеять картошкой. Картошка остается, продавать невыгодно, дешево, трудов не стоит. Кушать уже столько нам не надо. И, как говорится, зачем? Так, родительский дом мой. Там мои мама и папа сидят. Мама, наверное, телевизор слушает, потому что не видит, а слушает. Вот. Как обычно. Парничок, теплице тоже еще пока ничего, потому что очень холодные ночи еще. Вот такие заметки деревенские.
Ну и, естественно, моя прогулка не заканчивается прогулкой до озера, до любимого озера. Озеро называется Ватты. Но много раз уже показывал и просто так, и на видео, и с квадрокоптера. Душа радуется у этого озера. Прям вот сидишь, я могу целыми днями здесь сидеть. Очень красивое место. Мостик открытый, смотрите, пока залезать не буду. После весны еще не залезал, но со страховкой надо, чтобы кто-то был. Заеду, посмотрю. Вот будет кто-нибудь товарищ. Заеду, посмотрю, а потом уже буду смело. А сейчас разум тоже надо. Нормальная осторожность, это она всегда к месту. Вода упала, смотрите, да и не было воды. Сейчас на данный момент она обратно, говорят, прибывает. Давно уже здесь не был. Озеро, если честно, открылось-то ото льда только-только. Вот смотрите, вот эта льдинка еще есть, даже туда солнце слабо попадает. Она, видите, еще беленькая льдинка есть. Только-только недавно освободилась. Птицы-то поют. Красота. Надеюсь, в этом году, это уже 2 года подряд, с этого мостика толковой рыбалки нету. Рыба куда-то ушла. Большой воды нету, не может рыба заходить, не промывается озеро. Потом зимой замор идет, потому что не промылось оно. И вот так, и из-за этого, наверное, тоже. Ладно, съездим еще, друзья, до речки. Вот эта дорога. И дальше около речки уже потом включусь. А это я уже у речки. Привет, речушка. В этом году еще и не виделись толком. Село Нившира, и речка также называется у нас Нившира. Маленькая речушка такая. Весной обычно выходит из берегов-то, но уже 2 года как настоящего половодья-то и нету. Конечно, охота мне прокатиться по этой речке, как в молодости на лодке. Сколько мы катались здесь на лодке, рыбачили, на сенокос. Это единственная дорога была на сенокос. Дорога была, но с инструментами, там, с граблями, с косилками. Без этого, без речки бы ничего не получилось. Да и сено тоже на лодках. 10 километров там у нас первый, а крайние луги там все 20 километров и даже больше. Вверх по течению таскали сено. Вот так. Такие воспоминания. Сижу у речки, друзья, и даже домой возвращаться что-то и неохота пока. Ветер немножко стих. Солнышко светит прямо вот сейчас в лицо прямо светит. Аж жарко. Курточку поменял уже, да, пока, ну, чтобы сюда приехать, курточку сразу уже поменял. Что-то там утром выходил, вроде бы прохладнее чуть-чуть было, а сейчас ветровочку такую накинул, но жилетку все равно не снял. Холодно, одним словом, все равно. Прогулялся, хотя бы поздоровался с ну, я ездил, озеро было еще закрытое, речка тоже была еще закрытая. Вернее, речки не доехал я, там дорога грязная была. Как раз ледоход шел. А сейчас уже все открыто, все чистенько. Надеюсь, там показывает, что сзади меня речка, да. Сижу возле речки и балдею, я говорю, вот очень, ну, приятно давно уже, когда ты целую зиму практически никуда не выходил. Ой, ветер такой опять появился. Только-только вот ветер, только вспомни про него, да, под руку. И опять уже ветер дует и дует. Ну, вот такие, у меня сегодня была задача, главное, сложить материал, подождать помощника. Алексей приходил, вы видели его, сложить вот эти досочки, а дальше уже там еще забор подправили. Ну, хозяйственные, обычные дела. Там, я же уже рассказывал много, что каждый месяц я выхожу, если даже, ну вот зимой даже, ну,
некуда ехать, или все равно выйдешь там, по двору прокатишься, посмотришь, где там что. Ну, хозяйское дело, всегда надо там посмотреть. Вот. А тут уже такой грех мне такой день упустить, такой момент, и не съездить до речки. Вот поздоровался с речки, гостинцы еще не закинул, но гостинцы я буду закидывать, когда поеду на рыбалку. Ну, когда уже в самой воде. Отсюда я еще и не докинул эти гостинцы. Вот так. Ну все, буду ехать уже теперь домой. Такие деревенские заметки сегодня, ну, небольшие. Я еще, друзья, не угомонился и съездил еще вниз по речке, по этой дороге. Как говорится, дорога зовет вдаль. Вот начинаешь идти, рассчитываешь до такого-то места доехать, а потом раз, все хорошо, хорошо, и как бы вот, как голодный человек. Добрался до свободы и давай. Вообще не хочется домой, ни капельки, но надо уже потом ехать уже. Вечер скоро потом. Хотя у нас сейчас очень светло. Как таковых прям ярких белых ночей еще нету. Не ощущается еще, но уже близко, все уже очень поздно темнеет. Сейчас как раз и в идеале дорога. Здесь песочек почти никакущий. Пробьет. Не, должна пробить коляска. Скорость. Вот. Ну что, едем, что потом уже до дома будем ехать. Дорогие друзья, всем привет! Вон какая у нас погода стала, резко все изменилось. Все пасмурно стало. С утра было очень тепло. Такая летняя жаркая погода была. Я работала во дворе. Что осталось убрать, все убрала. Прибралась возле собаки там. Полностью все сделала порядок. Сережа где-то куда-то к речке поехал. Что-то еще не видно. Может, где-то задержался. Умки сняли. То, что закрывали от ветра, от снега. Сегодня все сняли. А то слишком душно было у него там, как в парнике. Не будем отпускать ее. Вот пусть Валерия и резвится потом. Кусты обрезала у крыжовника. Вот. Сверху концы. Сказали, что надо обрезать концы. Вот, и концы обрезала. Ну и старые ветки тоже убрала. 2 кусточка. В прошлом году еще вон покупала еще. Тоже вон маленькая. Крыжовник маленький. Это вот не щипами, а это колючими иголками. Сорт другой. Растопила уже баню и нужно дрова подкинуть. Ну вот. Скоро будем париться. На этом наше маленькое видео заканчиваем. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. И по скриптум такой, друзья. Вот тебе и солнечный день был. Вот тебе весна. Просто так не жалуемся, просто так не плачем. Ничего невозможно делать на участке, на огороде. Один день всего был, хорошая погода, и все, кошмар. Кошмар начался обратно. Умка, вольер открытый у нее, а ей-то снег, как бы привыкшая она к этому снегу. Да. Привет, Умка. Вот такая погода. Получается уже, если так, третья декада мая, и вот такая погода. Ужас.